Молитва угодни Девы Марии, радость избавления нам открыл Избавитель Господь наш. Ангел Божий Гавриил, так обвестил Деве Марии, народишь Сына Божьего, назовется Эммануэль. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. И с Духом Твоим. Przez gdy Świętej mszy Malusia za zdrowia Władimira prosić Bożego błogosławienia i opieki Matki Bożej, która prosimy za wszystkie nasze grzechy, aby Maryi z czystym sercem zgłosić tę najświętszą ofiarę. Panie, Ty posłany zdrawić skruszonych sercem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty pojszов poklикать grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, jaki siedzisz praworучайцем, как заступаться за нас, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Молимся. Всемогутный Боже, просим Тебе, дай верным Твоим такую охвоту, как добрыми справами подрыхтовались до встречи Христа, який приходит, а в судный день да лучшие, да Его выбранных могли досягнуть владарства небесного. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Слово, яке бачив Ісая, син Амоса, про Юдею і Єрусалим. І станеться у почні дні, що гора дому Пана буде поставлена на вершині горов, і взвиситься понад подгорками, і потекуть до її все пламени. И пойдут многие народы и скажут: придите и узрите на гору Пана, у дом Бога Якубова, и научите Он нас своим шагам, и мы пойдем Ягонными стежками. Бо с Сиона выйдет закон, и слово Пана из Иерусалима. И будет Он судить пламены, и осудить многие народы, и прокуют мячи свои на плуги, и диды свои на серпы. Не уздыми народ на народ мяча, и не будут больше учиться воевать. В доме Якуба придите и пойдем у святле Пана. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. С радостью пойдем у дом Пана Бога. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Возрадовался я, коли мне сказали: пойдем у дом Пана. Востоять наши ноги у брамах Твоих, Иерусалим. С радостью пойдем в дом Пана Бога. Туди заходить поколение Пана, как поводле свечения Израиля прославлять Тебя, Пана. Там стоят судовые троны, троны дому Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Просите миру для Иерусалима, нехай спокой маю Ти, хто любить
Няхай буде мир у мурах Твоих, добробыт у палацах Твоих. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Для братов моих и ближних моих скажу я мир Тебе. Для дому Пана Бога нашего буду хвалить добра, буду жадать добра Тебе. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, вы ведаете час, что пришла уже пора, как вы обудились со сну, бо теперь збавление ближей до нас, чем тады, коли мы поверили. Ночь минула, и наблизился день. Дык откинем учинки темы и опранемся у зброю святла, як у день. Будем поводить себе пристойно, не у гулянках да пьянстве, не у распусте да разбешченности, не у сварках да заздрости, але опранитеся Паном Иисусом Христом и не догаджайте телу у пожадливости. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. С вами И с Духом Твоим. От Святого Евангелия Павла Матвея. Слава Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням, як було в дні Ноя, так буде і в час прийстя Сина Чоловічого. Бо як у дні перед потопом ели, пили, женилися, виходили замуж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег, і не ведали, покуль не прийшов потоп і не забрав усіх. Так буде у час прийстя Сина Чоловічого. Тоді двоє будуть у полі, один буде узятий, а другий покинутий. Дві будуть молоть на жорнах, одна буде узятая, а другая покинутая. Тому чувайте, бо не ведаєте, у який день Пан ваш прийде. Бо ведаєте, що коли б господар дому ведав, у якую варту прийде злодій, дик не спав би і не дав би подкопать дом свой. Тому и вы будьте готовы, бо Сын Чоловічий прийде у тую хвилину, коли вы не думаете. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Початок Адвенту и Слово Божие сегодня нам хорошей перспективы не говорит. Коли кто-то задумал жить шмат, то сегодня мы чуем о конце света. Может, старшие люди уже не чекали этого конца света, а молодь сказала бы, який тут конец света. В чем говорит, на что нам костер, припоминая об этих древних речах, які мають настати, що як буде при конце света. Это, браты и сестры, как я завжди говорю, не для того, как нас застрашить, запугать, как мы, не знаю, стали по стойке смирно. Нет. Это на того, что хоча час Адвенту припомнить, якая сутность кожного з нас. І сьогодні ми хочемо на це поглядеть у такой перспективі, як Адвент говорить. І припомнить ці слови
якія будуць запісаныя ў Евангелии. Калі надышоў час нарадзіць Езуса Христа, Юзеф з Марыяй пайшлі да свайго гораду. Гэтым і ёсць адвент, каб вярнуцца да свайго гораду, чылі да самого себе. Падчас адванту чалавек павінен на розныя спосабы пазнаць і адкрыць нанова сваё пакліканне ў жыцці. Чаму? Бо толькі калі напісана ненадарэмна Бог зрабіў такія здарэнні, якія адбыліся з Езусам Христом, што калі якраз прыйшлі ў свой горад, нарадзіўся Езус Христос. Прыйшлі да сябе, прыпомнілі, кім яны з'яўляюцца. Гэта і ёсць сэнс нашага жыцця, каб мы прыпомнілі, кім мы з'яўляемся. Па-першае, што кожны з нас з'яўляецца чалавекам і незвычайным, але створаным Панам Богом. Па-другое, пасколькі мы прыгатавліваемся да урачыстасці Божага нараджэння, што мы адкупленыя Богом. Бог паслаў свайго Сына, уцелавіўся ў тое, што стварыў, каб даць нам надзею, каб даць нам сапраўдную перспектыву жыцця, каб паказаць, што нашае жыццё зямное, яно толькі не заканчваецца, але толькі распачынаецца на зямной гэтай кулі, на якой мы жывем. Каб мы дзесьці паглядзелі ў будучыню нашага жыцця з надзеяй таго, што хоча нас пазнаць. Але Евангелие і Слово Божие сёння прадупраждае, што мы можам заснуць. І ёсць прыгожы гэты урывак у Евангелии, як было у дні Ноя, у час прыйсця, так будзе у час прыйсця Сына Чалавечага. А як было у дні Ноя? Ной будаваў каўчэг, і ўсе прыходзілі і тыкалі пальцамі і смяяліся. А мы вам, каб у тыя времена была психиатричная больница, его бы забрали и закрыли. Не было, дякую Богу. Не забрали, не закрыли. Представьте себе, кто из нас там пошел на площадь Перамоги, будовал бы Костричинской, будовал бы корабль себе, каучек якийсь. Приходили, вытыкали пальцами, нет, сразу закрыли нас. Я спрашиваю, что ты делаешь? Не под Богом явился. Так само и Ной будовал, и не будовал здесь там, у лесе якимось далеко. Будовал в городе. У городе будовал каучек. А кроме того, поглядите, что Ной, когда будем читать книгу Бытия, докладно, что Ной закрылся у каучеки разом с зверами. И одразу тоже не пришел, сидел там 7 дней. Знаете, там и курочки были, и гуси были, и коровы, и много там разные речи. Запах там был неприемный, а Ной сидит в этом. Ной сидит. Мы бы так хотели одразу щось. Але Бог хоче, щоб чоловіка видержати. Як добрий сир треба його видержати. А як добре віно, щоб добре смакувало. І Бог хоче, щоб тое, що щось ми отримаємо його, щоб воно добре смакувало. Бо коли чогось на щось чекаємо, а в чимось турбуємося, і щось нам вийде, і шмат ми на це потратили часу, може навіть в нашій майомості, як моцно ми це цінимо. А як щось нам подаровано задарма, так як, наприклад, віра. Віра. Якийсь пан Бог, пан Бог. Це хороша реч. Пане Боже, ти собі, а я собі. Гэта і ёсць такая справа. Але каб мы падчас адванту усведамілі, адкрылі нанова сутнасць Пана Бога, так як было ў час Ноя. Паглядзіце, Дзева Марыя таксама атрымоўвае слова. І гэтае слово, яно ў яе ўзрастае. Неаднакротна яна ў цішыні над ім размышляе. Нават каб яе ніхто не турбаваў, уцякае да сваёй сваячкі, крэўнай Альжбеты, дзе ёй служыць, якая яе разумее і больш яна нікому не тлумачыць. Што з ёй здарылася і як гэта ёсць. Бо гэтае Божае слова ў ёй ўзрастае, і мы сёння з яго карыстаем. Бо дае плод збаўлення Ісуса Христа, які аддае сваё жыццё, каб мы сёння могли тут сустрэцца. Але не толькі ў перспектыве смутку, што небавам прыйдзе канец света. Можа, за хвілінку, я не ведаю. Можа, не спею дагаварыць казанне. Ось, тут адразу праблема ў галаве. Чи я усе справы зрабіў, пані Боже, можа, я не спею. Это яшчэ не такіх справ маю дома. Заўжды такое першае пытанне, што вы зрабілі, каб даведаліся, што за минуту прыйдзе канец света.
Добра була б ідея, як сказати, ksiądz безпредіщення. Може, ще це поможе. Це добра ідея. Але ще ліпша перспектива, я вже готовий. Я висповідався. От це добра ідея. Час атомників нам це припомнив. Маємо сьогодні у Слові Божим Павел нам пише у посланні до Римлян. Ночь минула, и наблизился день. Дык откинем учинки темы. Ночь минула, и наблизился день. Czyli уже ночь минула, день наблизился, а еще не день. Czyli день минул, а ночь еще не наблизилась. Это сумерки такие. Księdzом Александром, когда мы ехали, не памятаю, какие-то день, в четверг chyba, так, у пятницу, братья себе ласка, у Шиловича такие мы в ордене переживаем День доброй смерти. Czyli каждый, мая свой гроб, там ложится, еще не там институт, суп утирает, мы его сколько хорошо потом лежалось, приятно. Уже готовимся, не? Шатуйка есть, появится что. Я думаю, вот Александр есть. И у Тунец плюнет там. Вот, который законник крестных спать. Нет, этот день, когда мы молимся об себе для добрую смерть, а так сам за того, кто первый из нас помре, а так сам за тех, кто уже отошел от этого света. Кто уже отошел от этого света. Czyli робимо рахунок сумлення нашого життя під впливом молитв, розних конференцій, але так само зустрічі братерська, яка там відбувалася. Ну, вона коротка була, бо тільки на 9 часов ми приїхали. Ну і коли їхали так у 8-15 годин, ще темно, я говорю, чекай, ще 5 хвилин. 5 хвилин. Уже щось бачно. Уже бачно якісь контури неба, леса, деревья, які дорогу розкачують. Уже це бачно. И это у нас у костеле так дренно можно было показать наши каплицы, потому что у нас така у Мінськ освітлений, але коли в якоїсь вёсці, наприклад, і у Великую Суботу, коли святар уходить у костел, который полностью темно. Можно в звучании, в той самой звучании замкненной не видишь, куда идти. А коли уводит Святую Пасху, Пасха этой, який розсвітляє, это один променчик, розсвітляє сотки квадратных метров, один маленький променчик. Так что видно контуры костела. Ну, хотя ты не прочитаешь его, они уже ясно. Уже понятно, куда идти. Это милость Иисус Христос говорит, ночь уже одошла, наблизився, а еще не день. Это милость Божье Слово, якое нам хочет на разные способы рассветлять нашу дорогу. Как мы могли поглядеть у перспективы нашего життя. Здесь там ехал, когда сидел в трамвае, в Польше, ну и сидит такая молодая пара, хлопец и девчина, ну и хлопец там, и девчины. Ой, ты моя сонненькая, над работой. Не стемняй, сонненькая. Тут то самое. Ночь наближается, приближается день. Как мы могли зрозуметь, что мы живем у перспективы. Когда был такой капитальный фильм, может, году 40 назад вышел, французский фильм, который, показывая ситуацию, так само, может, памятаете, и удирались его, ситуацию человека, який був запрошений десь там, у час Божого народження у гостину до одной знайомої. Ну, поскольку он пришел в гостину, пока она там что-то приготавливала, якийсь обед, он при себе в кармане имел как раз звездочку Божого народження. Ну, и на елку, какая там была, зависела эту звездочку. Ну, и видимо, там, когда они спожили вечером, он пошел в туалет, перевернулся, приходит, она забитая, все в крови. Обалдеть. Телефона нема. Пойду, треба милицию сказать. Съехал лифтом вниз, вызвал милицию, поднялись вверх, входишь в комнату. Ничего нема. Ни крови, ничего. Все то же самое, стены такие, елка та самая. Говорит, милиция, что? Милиция, вы что, сдурели, что ли? Какое-то убийство, даже следов нема крови. Проглядели все. А он когда-то отходил, подвести эту милицию обратно, руком кинул лицо, на елце звездочка его нема. Какое вешают, ничего себе. Звел милицию вниз, поднялся лифтом вверх, ходишь в комнату, все в крови, тело лежит. Я как-то мужчина. Глядит на елку, звездочка висит. Оказывается, что злодеи хотели подставить его под мордерство, под убийство. Ну и, ведомо, заробили у лифте такие переключатели. Он нажимал все, этаж, поднимался на 6. Пришел, там все чисто. А потом милицию отвел, и снова все этаж. На всем этаже тело лежит. Тело лежит. И так часами в нашем житии. Так
Часами в нашем житті треба мати таку якусь зорку, эта зорка з'являється надія. В тим годі, який ми закінчуємо, годі надії. Бог з'являється надія, який хоче нам показати, розв'яз просто дати нам надію. Як, наприклад, хтось хоче, як ми не бачили, вже все одно набуває. Пан Єсус хоче, як натрітився, як ми звернули увагу. На що ми маємо звернути увагу? Що має нам допомогти в якийсь спосіб змінити наше життя. Такий приклад, наприклад, неділя, пригожий день, добрий удався, у сім'ї якоїсь і там мужик на конец дня жирнається з дітьми, кладе їх спать, цілує жонку, кладеться спать, з раниці у понедельник спить, в очі відкриває, слухає, жонка вже кастрюльми б'є там якимось, діти вже кричать, вже чоловік став здонервований, вже трясеться. Хтось і подкинув себе на другий етаж. А я говорю, ти гляди, там зорка десь буде, надія. І один мой знайомий святар говорить, повинен человек, где он написал Майе. Письмо такое великое, там тяжкости, кем переживаешь, на этой неделе все было так дрянно, тут вообще неведомо, чи я буду працювати, з дирекцією день тяжко, у сім'ї так само проблеми, думаю, вот читаю это письмо и думаю, что ему сказать на потеху? Вот что я буду что-то ему написать, но он тоже написал до меня. А я вот под конец читаю, вижу, великими литерами, черным шрифтом выцелил написано. Али, а вот пишет, али я веру, что это все мине, а когда это мине, буде намного легче. Це річ надія, це зорка, яку ми повинні завісити, яку ми повинні шукати у нашому житті. То, що колись мені давало надію, і колись було для мене таким мотором, руховиком у моєму житті колись наперед. Як я був молодим, коли вчився, що мені давало надію, що я закончу цю учебу, це університет, написав працю магістерську. Коли вчився, наприклад, на права, що я було таким мотором, щоб ці права тримати. Это и есть, я повинна нести в своем житті такий мотор. Такий він з'являється для справжнього християнина Бог, який говорить, я, в Святому Писанні написано, тебе ніколи не оставлю. Але ти повір у той, до чого ти покликаний. Так ти йшов у тим напрямку і шукав по-справжньому Божого володарства. І затим, брати і сестри, просимо Пана Бога, как мы умели вернуться до самих себе, познать. Бо Мария и Иосиф вернулись, и только там народили Иисуса Христа. Только там можно знайти Бога. По-другому, как мы не соромились, як Ной, який будував ковчег, і туди завів, може, і неприємності в моїм житті є. И может здесь и мое життя смерти, як у Ноя в этом корабле, а веде, что в это только з'является ратунком. Что в это может только з'является ратунком. И по-третье, как мы себе не порівнювали з кимось, до когось. Например, як я говорив тиждень тому назад, 2 тижні тому назад, как я говорю, а что, все так поступають, а мне что так нельзя? Ну ні, это приклад такий, хтось, наприклад, покликаний Паном Богом, как працевать у краме, где продают ботинки. Он виконує. А хтось покликаний Паном Богом, как эту краму побудовать. Две разные покликания. И то, что покликаний Паном Богом, как эту краму побудовать, скажет, а что я там буду будовать? Я либо пойду продавать эти ботинки в этой краме. Это туфли, каблуки и так далее, и так далее. А Пан Бог тебе покликает ничего себе другого. И мы такими часто себе порівнюємо. Це побачите такий приклад. У різних справах. А все так поступають. Може, це для його життя, і він збавиться. У гэтым, що продає ці ботинки. У гэтого покликання. А і твоє покликання. До чогось другого не порівнюйте один до одного. Бо кожного з нас життя, воно має зовсім другу перспективу. І зовсім другий керунок. І той керунок, який нам Бог показує, він може нас збавити. Amen. Віру, Владимира Бога і Отця Могутнього, Створителя неба і землі, всього вашого і не вашого, і уродиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, верующими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправного от Бога соправного,
народженого, а не створеного, одиносудного Айцу, раз якого все сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба і втіловився від Духа Святого, з Діви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, погодля Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде в хвалі, судить живих і померлих, і Його владарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв про пророков, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Czekaючи прийстя Збавcy нашого Ісуса Христа, взнесем до Бога наші субольні молитви. Молимся за святий костел, обогащаючи святу Євангелія, допомагав людям зустрітися з Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отця, як Христос, Христ, якого ми чекаємо, наповняв його своїм спокоєм. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наш народ, как он клопотился об заховании веры и нескромно поглублял ее. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь нашей країни, как она добро підготувалася до виконання своїх будучих завдань у громадстві. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлих батьків, родних, добродіїв, как вони отримали спокій і вічне життя збавлених. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как период Адвенту посприяв поглублению нашей веры и подрихтовал нас на встречу с Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в інтенції Христову Святу Мшу, об здоров'ї для Владимира, Божьем благословении, веки Маті Божией, Твоих Христиан. Вислухай нас, Пане. Могутный вечный Боже, и брат неспокойный всех людей, выслухай наши молитвы и учеников наши дни были наполнены спокоем про Христа, Пана нашего. Амінь. Espíritu Santo, Dios veni, Amen, veni, Domine, Maranatha. Espíritu Santo, Dios veni, Amen, veni, Domine, Maranatha. И дух и невеста скажут: приди, приди, Пане Иисус, Маранатha. И дух и невеста скажут: приди, приди, Пане Иисус, Маранатha. Молитесь, как Марию Иваншу, я вяру принял Бога и терпите вам. Нехай Пан Бог прийме вяру в дух твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, Твої просимо, грехи дари, які ми дякуючи Твоїй щодрості отримаємо, і які синовною даністю Тобі охвяруємо, ученикам этой вяра стала для нас задатком вечного спасения, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом твоим. Укору сердцеві. Узносим для Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна и справедлива. За правды годна, и справедлива, слушна и славоверна, как мы за
всюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Боже, раз Христа, Пана нашего, и Он при первым своим прийстю с покорою принявши тело, выконал Твой спрадвечный наказ, и нам открыл шлях до вечного избавления. И Он и знов прийде взяне своей славы, как дать нам обещанные дары, яких учуваний зим у надеи мы чакаем. Тому з аньолами, арханьолами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу. Разом зими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышиях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Zapravdi Boža, Ty święty krynica ucielakaj światłości, temu jedności z усім Kościołem pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i спаслал на апостола Духа Святого брат Христа. Просим Ciebie, всемогутный Боже. Освети грехи дары, росою Духа Твоего, как и они станется для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom кажучи: «Берите и пейте з Его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа хвале. Wstawiając śmierć i zniosłych powstania Twojego Syna, akwieruję Tobie, Panie, Twojego życia i Ciebie spełnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как всех нас, скрывающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовь разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які возбудили надеи на воскрешение, и про всех, кто в ласке Твоей пришел с этого свету, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, святым Андреем и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, враз Сына Твоего, Иисуса Христа. Wraz Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie, Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, wraz u się wieki wieczne. Amen.
Бог так нас полюбил, что послал нам, як Избавителя Своего единородного Сына. Тому осмелюемся оказать, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, не понеслал нас от всякого злога, дай ласкаво упокою дни наши. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и причтя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое богатство и моц, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який вяриш на себе, раки свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, раки свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягодою. Аминь, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Приди, приди, Эммануэль, дня борьбы свои Израиль, тямный выгнание совидом, шагает Бога сыне найдем. Слава, слава, Эммануэль, приходит памяти Израиль. Приди, приди, прости, возможно, нас от пошести.
Безбіжний Творця Бога святий, хвала, Еммануэль, приходит избавить Израиль. Приди, приди, Адонай, закон Сына верный дай, терпел и дуры люд познал, и велич славы отшугал. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Исайя порастак приди, народ с неволи выведи, склонят милостя благу. Ты, Боже, вызволь верным слуг. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. О, ключ Давида отчини, не рвется в храмы вышини, храмы чини да не пошля. И зажени пекельный страх. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Приди, приди, о наш Господь, утеши нас земных покой, нашу тевру прогони, хай зло не сходит во все дни. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Народом молода гряди, Бога Одессу любимый, все станет избавлены Христом. Богу главы наш каменьон. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит избавить Израиль. Дайте небесы, гросы с вышиня, хмары спошлите, Бога Мессию. Гнев справедливый, устремай свой ойша на твою литость, сподяваться куншам. Дайте небесы, росы з вышиня, хмары спошлите, Бога Мессию. Крест нас не вечил, и все люди разом разбавцам свету, нибы у проказе. Дайте небесы, росы з вышиня, хмары спошлите, Бога Мессию. Глянь на тяжкие наших сердцев раны, дай нам да буду мае быть посланы. Дайте небесы, росы з вышиня, хмары спошлите, Бога Мессию. Молимся. Боже наш,
Ojcze, niechaj pełnym będzie naszym dzielu w tej tajemnicy, wraz jakую Ty wiedziesz, nas земных пилигримов по дороге избавления до неба, и учишь всем сердцем любить вечные доброты. Прав Христа, Пана нашего. Аминь. Третьего снежного середу вспоминаем святого Франтишка, Ксаверия, святора, шестого в субботу вспоминаем святого Миколая Бискупа. Святые им широратнее в нашей парафии, як что год, у понедельник и у середу у 6:45 з раницы, у четверг у 19 для тех, кто не может в іншие дни, и в субботу в 8 годин раницы. Заохочиваем, особливо детей и молодь, до чинного удела в этих святых имшах. 21 снежня у 4-ю неделю Адвенту нашей парафии отбудется традиционно парафиальный вигилийный кельмаш. Заохочиваем до чинного удела. Звертаемся с великой просьбой записывать хворых, как они так само могли полно и годно пережить надыходящее свято Божьего народжения. Разу весь Адвент можно будет приступить до сакраменту споведи полгодины перед святой имшой. Коли ласка, не откладывайте споведь на опошний момент. Триваємо мгновення перед урочистостю беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии, яка урочистость відбудеться 8 снежня у понеділок. У понеділок, у второк і в середу мгновенно відбудеться перед святою мшою у 6:45, 18:45. Адорація Пані на Святейшем Сакраменті відбувається кожен день з 14 до 19. На этот день випадає перший второк місяця, перший четверг, п'ятниця і субота. Дякуем за ахвярование складенное на будову, за супольную индивидуальную молитву, за śpiew правой литургичную, за прибирание каплицы так само тем, кто дежурил. Помолимся за усіх, хто на этом тижні святкує дні народження, іменини юбілеї, хто чекає на народження дітей, за Владимира. Помолимся так само за Михаила и Леона, батьков и хростных на воду хросту. За добродеев херодавцев нашей парафии, так само новых добродеев будовництва санктуария Божьей милосердности, из нас заручающих кожного поособку, опецы Матери Божией Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, упование наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. На початок вступа не было, а теперь еще такое коротенькое. Другое казание мы вельми часто нарекаем, что так часу нема, что еще отбылось, здесь что-то відбувається. Один из профессоров на университете, один так само на молоді промовляючи, принес ядро повне камінь. Говорить, запитав у молоді, як це ядро чи повне? Вся молодь говорит, так, полное. Не, взял гравию, насыпал гравию в это ведро и теперь спрашивает, а теперь полное? Так, теперь уже напевно полное. Не, взял песок сеянный, засыпал еще сеянного песка, мытого, потрос, туда как само шмат пошло. Говорит, ось теперь полное. Як хтось сказал, как проведного часу ложить, да. Этими камнями повинны быть наши справы наиважнейшие. Как мы на початок одразу в это ведро насыпали песка сеянного, то уже камни не вместятся. Песок сеянный, это все разные речики, здесь там неважно в нашем житии. А как мы насыпали камней, этими камнями повинны быть наши речики основные, czyli не кидаем Пана Бога, памятаем про нашу споведь, памятаем про наше житие, памятаем про семью, какая-то самая вельми важная. З ним можемо засипати жвіром ті справи, які діти там не повинні бути, і ми так само повинні виконати. А тепер потім можна вже пробувати утрастити пісок, телефони, серіали, времени, эти наши политики, які ми глядим, і другий час може тратити, десь і так нічого не змінив. Як ми вміли по-правильному в нашому житті поукладати наш час. Добре, що ви є, що приходите. Я свой час в Адвенті добре поукладав. Бачите меня, други, через 2 недели примите Божье благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною,
Субраз спокусы и пастор злого духа, покорно просим, няхай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душ снують по світі. Амінь. 134. Бавца свету завитай, на збавление кажи